Чиновники Минтруда Таджикистана заявили, что таджикские заключенные российских тюрем добровольно записались на войну в Украину. Александр Лукашенко призвал больше к сплочению в ОДКБ. США рекомендовали своим гражданам, живущим в России, немедленно покинуть ее. В Турции арестовали около 100 подозреваемых в мародерстве. Таджикские заключенные российских тюрем сами изъявили желание поехать на войну в Украину, заявляют чиновники Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Родные погибших в Украине заключенных утверждают, что осужденных отправили в зону боевых действий принудительно. Шухрат Ахмадзодадин из высокопоставленных чиновников Минтруда на пресс-конференции сегодня, 13 февраля, заявил, что никто к ним официально по поводу отправки заключенных на войну в Украину не обращался. Отбывающие наказания заключенные были мобилизованы на войну в Украину согласно российскому законодательству и после получили их согласие, добавил он. От дальнейших комментариев он отказался, в частности, он не назвал число таджикистанцев, отбывающих наказания в колониях в России. Гульнара Хасанзода, новый министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, вопросы мобилизации граждан Таджикистана, заключенных российских тюрем, не коснулась. Обсудили ли руководство Минтруда этот вопрос с российской стороной, она не сообщила. Тем временем родные и близкие убитых в Украине таджикистанцев, заключенных российских тюрем, утверждают, что их насильно отправили на войну. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает к большому сплочению в организации договора о коллективной безопасности и решению вопросов по границе в странах-членах. Вызовов достаточно, вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить организацию в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру, сказал белорусский лидер на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангалей Тасмангамбетовым. Лукашенко подчеркнул, что всем членам ОДКБ необходимо действовать вместе, потому что так всегда проще и легче. Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, ничего подобного, так не будет. Придет время, оно потребует определиться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее, но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче, уверен Лукашенко. Посольство США в Москве рекомендовало гражданам США, живущим или находящимся в России, немедленно покинуть страну. Сообщение опубликовано на сайте посольства. Причина этого названа непредсказуемые последствия неспровоцированного широкомасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину, а также возможность преследования граждан США российскими правоохранительными органами, ограниченность транспортного сообщения с Россией, ограниченные возможности посольства США оказывать помощь американским гражданам в России и угроза терактов. Гражданам США также не рекомендуется ездить в Россию. В сообщении указывается, что в сентябре в России была объявлена мобилизация, и российские власти могут призвать в армию людей с двойным гражданством США и России, не признавая их американских документов. Также в сообщении говорится о возросших рисках для путешествующих российскими авиалиниями, которые, как утверждается, не соблюдают международные нормы безопасности. Подчеркивается, что сотрудникам посольства США, как правило, не разрешается летать российскими авиакомпаниями. В Турции арестовали по меньшей мере 98 подозреваемых в мародерстве и кражах из-за поврежденных землетрясениях зданий, сообщает агентство Анадолу. Согласно источникам службы безопасности, пожелавшим остаться неизвестным, у более 40 подозреваемых в южной провинции Хатай изъято $11 тысяч, 70 тысяч турецких лир, 20 мобильных телефонов, 8 ноутбуков, 5 бытовых приборов, 6 пистолетов и 3 винтовки, а также драгоценности и банковские карты, принадлежащие разным людям. Еще 2 подозреваемых, выдававших себя за гуманитарных работников, были арестованы после того, как якобы пытались украсть 6 грузовиков с едой для пострадавших от землетрясения в провинции Хатай. Отдельная группа безопасности арестовали 6 подозреваемых в Стамбульском районе Бейкос по обвинению в мошенничестве по телефону жертвы землетрясения в Южном Газиантепе.